Пятница, 20 июня 2025 года, и это значит, что надо выходить в прямой эфир на канале «Аспекты Башкортостан», чтобы сделать очередную программу «Аспекты Республики». Дорогие друзья, здравствуйте! Рад приветствовать всех, кто смотрит нас в прямом эфире, либо в записи, таким образом помогая и поддерживая нашу работу в это очень противоречивое, но прежде всего непростое время. Я жду ваших комментариев, реплик в процессе нашего разговора. Именно они позволяют держать руку на пульсе, именно они позволяют делать наши встречи наиболее содержательными. Вроде бы все работает. Это хороший знак, хороший признак. Поэтому давайте посмотрим, что же произошло в стране и в мире по итогам вчерашнего дня, четверга, 19 июня. Итак, президент США Дональд Трамп примет решение о военных действиях против Ирана в течение 2 недель, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Левит. По ее словам, Трамп считает, что есть существенная вероятность начала новых переговоров с Ираном по его ядерной программе. При этом Белый дом рассматривает и силовой сценарий. Премьер-министр Испании Педро Санчес отказывается присоединиться к обязательству стран НАТО довести расходы на оборону до 5% ВВП, сообщает Reuters со ссылкой на письмо политика генсеку НАТО Марку Рюгге. Руководство Альянса в преддверии саммита в Гааге активно призывает страны-члены увеличить долю оборонных расходов. Идею уже поддержали США, Германия и Нидерланды. Парламент Финляндии проголосовал за выход из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин. Министр обороны Атти Хаккенен заявил, что этим решением парламент посылает четкий сигнал о том, что Финляндия действует быстро и решительно, настроена укреплять свой оборонный потенциал. Финляндия имеет границу с Россией протяженностью более 1000 километров. В марте этого года о выходе из конвенции объявили Польша, Литва, Латвия и Эстония. Сейм Латвии запретил гражданам России и Беларуси покупать недвижимость в стране. Как передает сайт латвийских общественных СМИ, его цитирует Радио Свобода. Запрет распространится и на компании, которые больше чем на четверть принадлежат гражданам этих стран. Сделки с гражданами России и Беларуси названы Сеймом угрозой национальной безопасности. Запрет не распространяется на наследование и уже совершенные ранее сделки. Вице-губернатора Ленинградской области Игоря Петрова нашли застреленным в собственном доме. По версии следствия, он случайно выстрелил в себя во время чистки оружия. Следов насилия не обнаружено. Петров с 2017 года занимал различные посты в правительстве региона. 5 украинским военным назначили от 14 до 16 лет заключения из-за вторжения в Курскую область. Как пишет «Медиазона», их обвинили в запугивании жителей Судженского и Кореневского районов, а также в стрельбе по российским военным. В числе осужденных военнослужащая Наталья Балаклицкая, которая, по версии СК, была бойцом украинской территориальной обороны. Ей назначили 15 лет колонии общего режима. МВД России объявила в розыск экс-депутата Заксобрания Петербурга и антивоенного политика Максима Резника. Информацию об этом «Медиазона» обнаружила в базе розыска министерства. По какой именно статье разыскивают Резника, в карточке МВД не уточняется. О возбуждении уголовного дела против политика ранее не сообщалось. В сентябре 2022 года Максим Резник уехал из России. В марте 2024 он стал участником антивоенного комитета, объявленного в России нежелательной организацией. Вот такой набор новостей мы имеем по итогам четверга, 19 июня.
каких-то выдающихся неожиданных новостей мы здесь не видим. Но опять-таки все идет примерно в том русле, в котором мы привыкли все это дело наблюдать. И на российско-украинском треке, скажем так, и на ближневосточном треке, я имею в виду ситуацию вокруг Ирана, пока все идет опять-таки в рамках тех ожиданий, по крайней мере лично, которые у меня есть в последнее время. Если вдруг на эти темы есть дополнительные соображения и мысли, пожалуйста, пишите, делитесь ими. Давайте немножечко остановимся, что ли, и обсудим. Вот. Тем временем мелкие, но важные новости от Клары Целкиной, которая второй день заходит в YouTube без VPN. Прекрасно. Как у вас, спрашивает она, у других земляков, которые также смотрят наши трансляции, находясь на территории Башкортостана. Очень любопытно. И опять-таки, излишне обнадеживаться я бы не стал. Это не передумали власти. Это просто какие-то особенности у того конкретного провайдера, услугами которого вы пользуетесь. Потому что массово о разблокировке YouTube стало бы известно от соответствующих ресурсов в интернете, которые занимаются отслеживанием такого рода действий. И, кстати, в новостях это было бы, но этого, к сожалению, нет. Ну что ж, давайте пока, как говорится, посмотрим на то, что заготовили, исходя из новостей в республике. Глава республики Радий Хабиров вполне ожидаемо официально возглавил делегацию Башкортостана на Петербургском международном экономическом форуме. Ну, опять-таки, в эти дни, до конца недели, до субботы включительно, тема форума остается главной на страницах даже не только пропагандистских, но и многих других региональных СМИ, поэтому и мы не можем обойти эту тему стороной, иногда с очень даже любопытных сторон. Сами сейчас все увидите и услышите. Ну а что касается Хабирова, он должен встретиться с главами российских регионов, представителями других стран, а также отечественных и зарубежных компаний. Хабиров планирует поучаствовать в подписании ряда стратегических соглашений. Некоторые из них уже, судя по всему, подписаны. Первая рабочая встреча прошла с Николаем Руссу, гендиректором акционерного общества «Мостострой-11», входящего в группу «Нацпроект Строй». Вместе с Радием Хабировым в переговорах участвовали премьер Назаров, министр транспорта Любовь Минакова. И на этой встрече обсуждалась реконструкция моста через Белую в Стерлитамаке. Вот так вот. Ну, следующая новость, также связанная с форумом, касается объекта недвижимости в Уфе, который многим жителям Уфы и республики знаком не понаслышке. Это помещение бывшего строительного гипермаркета «Касторама», который с 2018 года уже не работает как «Касторама». За эти годы его применяли для каких-то разовых историй, там, чемпионатов WorldSkills и прочего, но здание в целом продолжает пустовать. Так вот, теперь там планируют разместить дистрибьюторский торгово-распределительный центр. В пресс-службе группы компании «Сладкая жизнь» сообщили, что переоборудование площадки будет стоить 800 миллионов рублей, при том, что само здание компания Sweet Life Food Service покупает за 700 миллионов рублей. Логистический центр будет совместным проектом Sweet Life Food Service и правительства республики. На полях форума в Петербурге глава Радий Хабиров и гендиректор группы компании «Сладкая жизнь» Альберт Гусев подписали соглашение о сотрудничестве. Складской хаб площадью 36 тысяч квадратных метров будет построен полностью до конца 2029 года. То есть здание Касторамы будет лишь частью этого большого какого-то хаба. Там будут работать около 1000 человек. Совокупные инвестиции в проект составят более 3 миллиардов рублей. Вот так вот. При выборе места для дистрибьюторского центра, как отметил господин Гусев,
Инвестор исходил из удобного географического положения Башкирии и близости к другим региональным центрам, таким как Москва, Казань, Петербург, не Петербург, Оренбург, конечно, а также Челябинск и Екатеринбург. Так, группа компаний «Сладкая жизнь», основана Альбертом Гусевым, объединяет сети супермаркетов и дискаунтеров «Спар» и «Смарт». Никогда не слышал. А также некоторые другие организации. Ну, в общем, вот, наполеоновские планы. Так. Ну что? Тем временем, пока мы тут глупости обсуждаем, важнейшие сообщения от нашего подписчика. Яна Башкорт сообщает, что сын улетел в Италию. Очень рад за него. Я вам писал как-то, что визу ему дали рабочую. Да, вы писали. Спасибо за то, что сообщили. И, конечно же, очень рады. С одной стороны, радуешься, когда такие новости получаешь, что хоть кто-то там выбрался там, и так далее. С другой стороны, ну ведь по-хорошему давайте смотреть вглубь проблемы. Что в этом хорошего? Вот мы, соответственно, находимся вдали, хотя душой, как вы видите, не покидали родину. В этом смысле все это очень непростая история. Ну, а то, что итальянцы дали визу, это хорошо. Пусть все получится. Дальше. Башинформ по поводу Петербургского форума пишет, что там Башкирия подписала соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотных летательных аппаратов. Ну как же без околовоенной тематики? Значит, соглашение подписано между Государственной транспортной лизинговой компанией ГЛТК и правительством республики. По государственному гражданскому заказу в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» вот эта лизинговая компания уже поставила Министерству лесного хозяйства Башкортостана 16 беспилотников модели Геоскан 801 общей стоимостью 24 миллиона рублей. До конца 2025 года ведомству будет также передано еще 2 беспилотника этой модели. В рамках подписанного соглашения стороны планируют определить наиболее перспективные области применения беспилотников в регионе, способствовать совершенствованию нормативно-правовой и технической базы использования дронов, участвовать в разработке и реализации профильных образовательных программ. Опять-таки много каких-то наполеоновских планов, но понять суть не всегда представляется возможным. Вроде как за все хорошее против всего плохого. Важно, что обывателя нас с вами прежде всего, чаще всего интересует все то, что, скажем так, вокруг вот этих вот процессов, происходящих на форуме. Сами по себе соглашения особых мыслей, скажем, и оптимизма, как традиционно для нас, не внушают. Впрочем, откуда бы взяться этому оптимизму, ведь мы из года в год об этом говорим, но в результате как-то все забывается. Никто потом даже в пропаганде не задумывается о том, что важно бы отчитаться, о том, как же реализовались конкретные соглашения, подписанные на очередном форуме, сколько они принесли денег, сколько рабочих мест и прочее. Просто подписали, разъехались и забыли. Но пока подписывали, хорошо отдохнули, погуляли и вкусно поели. Вот, например, Уфа-1 раздобыли фотографии меню, которое предлагается посетителям ресторана «Башкортостан». О том, что там есть такой ресторан в рамках стенда республики, мы уже с вами знаем. Так вот, обратите внимание, бизнес-ланч, который здесь называется обеденным сетом, ну, видимо, чтобы как-то оправдать цену, так вот, это все стоит 12 тысяч рублей на человека. Ну, то есть набор, один набор из блюд на одного человека стоит 12 тысяч рублей. Можно выбрать разные сеты, понятное дело. Ну, вот, например, в первом под номером 1 кыстыбый с картофелем, суп-лапша с курицей, филе томленой конины с пшеницей и белыми грибами, десерт, хлебная корзинка, кофе, чай. В общем, вполне себе стандартный набор для бизнес-ланча. Ну, скорее всего, приготовлен со вкусом, томленая конина и прочее. Но, опять-таки,
Просто задумайтесь, 12 тысяч рублей. Ну, я опять-таки даже склонен переводить вот в свободно конвертируемые валюты. Это больше 120 евро. Ну, это опять-таки дороже, чем даже бизнес-ланч в Европе, в Берлине, ну, примерно в 10 раз. Потому что бизнес-ланч можно купить там, где он есть, за 10-12 евро. Вот, пожалуйста, у нас больше 120. Нет, я все понимаю, что люди состоятельные на форуме и так далее. Но откуда такие цены берутся? Это заградительные тарифы для случайно оказавшихся на форуме зевак и бедных журналистов, чтобы они там рядом с важными персонами не мелькали, так что ли? И это, еще раз подчеркиваю, бизнес-ланч. Ведь в меню присутствуют и другие позиции, отдельные блюда. Ну вот, например, палтус на подушке из молодого шпината с соусом из белого вина 3900 рублей. Выход блюда 260 грамм. Филе лосося с печеным бататом, апельсиновым гелем и цитрусовым соусом 3900 рублей. Ну и так далее. Запеченный гусь с гарниром губадия 3900 рублей. Тут вы пишете, что меню в ресторане истинно башкирское, видимо, с юмором. Но, надо сказать, оно, конечно же, не истинно башкирское, оно по башкирским мотивам. В последние годы, когда мы говорим про условно башкирскую кухню в тех или иных заведениях, все-таки имеем в виду, что заведение не готовит исконно башкирскую еду, оно готовит по мотивам. Ну, возьмем ресторан в Уфе «Азык Тулек». По крайней мере, вот при мне мы туда часто водили каких-то гостей, еще даже в доэховскую эпоху, занимаясь другими проектами, я туда сам приводил людей. И там действительно была кухня по мотивам башкирской кухни. То есть конина присутствует, там какие-то выпечки, какие-то сладости. Но в целом это все новое видение этой самой кухни, то есть какие-то современные блюда. В этом плохого-то ничего нет, все нормально для разнообразия, очень даже за милую душу. Но вот в данном случае мы цены с вами фиксируем, просто давайте, как говорится, запомним. Вот и люди делятся, да, те, кто нас смотрят своими впечатлениями. Азат пишет, что иногда покупает индийскую еду, огромную порцию за 8 евро. Азат у нас в Испании, по-моему, да. Ну, в общем, как известно, например, в Германии распространена очень турецкая кухня формата фастфуд, донер, дюрюм, вот это все. Тоже 8 евро. Довольно-таки крупная штука, которую один съесть не можешь. Обычно делишься с ближним человеком, скажем так. Ой. У кого-то такая пенсия, социальная выплата, пишет нам М. Действительно. Вот размер сопоставим. То есть один обед одного человека в формате бизнес-ланча по цене сопоставим с пенсией, с выплатой. Вадим пишет, Руслан, зачем нам нужен ПМФ? Туда же поехали не только простые люди, как раз-таки простые не поехали, а все путинские олигархи. Что он нам дает вообще? Ну, я думаю, вы должны слышать, что я об этом говорю. Вот он нам дает наблюдение за тем, насколько расслоение между обычными гражданами России и Республики и элитами, так называемыми, растет. Ведь цены вот на еду в такого рода ресторане – это просто-напросто очень важный, по-моему, индикатор и показатель. Из года в год на эти цены вообще внимание обращаются журналистами. Но, по-моему, вот таких вот безумных ценников мы еще там не наблюдали. Речь шла о порядке цен 3-5 тысяч рублей. И вот теперь мы получаем 12 тысяч за один бизнес-ланч. И это, опять же, важный показатель. Те, кто этот бизнес-ланч уже покупают и будут покупать в ближайшие полтора дня, скорее всего, на ценник внимания не обращают. Для них эти цифры с нулями значения не имеют. Именно так, скорее всего, рассуждали те, кто утверждал соответствующее меню и соответствующие цены. Это, опять же, важный критерий того, в каких различных буквально измерениях, разных мирах живут люди, населяющие, казалось бы, одну страну. И это, опять же,
хочешь не хочешь, наводит на мысли, сравнения, рассуждения того, вот насколько все-таки неправильно у нас, скажем так, движется кривая нашего развития, если его можно таковым назвать. Опять же, сравниваю с тем, насколько отсутствует расслоение в той же Европе, в той же конкретно Германии, где экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель без проблем встречают в обычных забегаловках на углу там каких-нибудь среднестатистических улиц того же Берлина. Я сам ни разу не встречал, но неоднократно видел фотографии какие-нибудь того, как это происходит. Или в качестве пассажира эконом-класса какой-нибудь бюджетной авиакомпании. Та же самая Меркель встречается регулярно. Действующие министры, депутаты, они постоянно на улице, на велосипеде, среди обычных людей, покупают тот же условный донер на углу у какого-нибудь турецкого продавца. И это считается нормальным, и это, в общем-то, так или иначе является объективным признаком того, что общество, по крайней мере, пытается идти в правильную, в здоровую сторону. А когда мы видим усиление расслоения из года в год, что хорошо демонстрируется ценниками на форуме, мы понимаем, что движемся совершенно не туда, куда хотелось бы. Так, а вот Юля пишет, что все это время не могла зайти, зла не хватает. Домашний провайдер больше не поддерживает YouTube, теперь только через VPN. Напомню на всякий случай, что с средствами обхода блокировок мы оказываем помощь в индивидуальном порядке. Рассылаем ключи для отдельных приложений, скажем так, которые позволяют работать с интернетом полноценно. Причем как с персональных компьютеров, так и с мобильных устройств. Вы это можете использовать и без проблем. Там, конечно, бывают периодически какие-то проблемы, сбои в связи с тем, что российские власти продолжают усиленно блокировать любые средства обхода. Но можно обновлять ключи, и поэтому, в общем, это рабочий инструмент, вполне себе проверено на примере многих десятков и сотен даже, наверное, уже пользователей. Так, Азат нас адресует к интервью Путина, которое тот дал иностранным журналистам. Я тоже посмотрел краткие выдержки, связанные с тем, как он отвечает на, казалось бы, прямые и очевидные вопросы, например, про ракетную атаку по жилым домам в Киеве. Он говорит на головом глазу: нет, ребята, жилых домов там не было, это были объекты военной инфраструктуры. О чем тут вообще можно говорить? Вообще, о чем с этим человеком можно, в принципе, рассуждать? Мне кажется, не о чем. Все очевидно, все понятно. Как пишет иностранный агент Ростислав Мурзагулов в своих социальных сетях, обращаясь к своим бывшим коллегам и друзьям: нет, дорогие друзья, нет, дорогие коллеги, все однозначно, пишет он в каждом буквально посту, видимо, имея в виду, что те говорят: ой, дорогой Слава, не все так однозначно, ведь ты же понимаешь, там все сложно, это все геополитика, там, значит, какие-то важные интересы, важные дяди все решают, нам не все понятно. Вот ты оправдываешь украинцев, а там, рыльца-то в пушку, они сами-то вот виноваты в чем-то, так что давай лучше лезть не будем. Говорят наверняка они ему. А он публикует, значит, фотографии или видео разбомбленных жилых домов, фотографии жертв среди мирного населения и говорит: нет, дорогие мои бывшие друзья, все как раз-таки однозначно. И в этом смысле, конечно же, честь ему и хвала за то, что он делает на этом поприще сейчас. А мы отметим новую публикацию, посвященную баймакскому делу. На этот раз наши коллеги подробно описали историю одного из фигурантов баймакского дела, Мунира Исянгильдина. Мунира Исянгильдина мы с вами неоднократно вспоминали, и, например, в том числе, что его супруга не стеснялась и не боялась публично говорить о своей беде и призывать к освобождению мужа, а также всех баймакских узников. Исянгильдина
задержали 27 января 2024 года, то есть через 10 дней уже после событий в Баймаке. Нет, 25 января это еще случилось. Ну, то есть не сразу в любом случае. Был обыск, шум стоял. Муж спокойно открыл дверь, и они зашли к нам в квартиру. Мужа, он был без одежды, только что проснулся. Положили на пол как опасного преступника. То есть даже задержание, представьте себе, было в таком вопиющем виде. Когда его отправили под административный арест за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, родственникам сказали, что он будет в Баймаке, отсидит 10 суток по административке и выйдет. На следующий день с утра пошли в отдел, там его уже нет. Начали спрашивать, нам сказали, увезли его в Уфу ночью. И в Уфе уже, соответственно, отправили под арест. Как вы помните, всех тогда арестовывали до 17 марта 2024 года. Адвокат Исянгильдина Максим Кузнецов впоследствии упоминал, что в Уфу Исянгильдина этапировали в одном автозаке с погибшим позднее Рифатом Даутовым. Я думаю, вы прекрасно помните трагедию, которая случилась с Даутовым. Так вот, в марте прошлого 2024 года семья Исянгильдина записала видеообращение к Путину, в котором рассказала об обстоятельствах задержания мужчины и попросила президента восстановить справедливость в отношении безосновательно задержанных. Далее цитата. «Мой супруг – простой, добрый, ответственный человек, прекрасный семьянин», сказала его жена. Значит, в июле 2024 года СКР объявил об окончании следственных действий по делу Исянгильдина. По версии следствия, он бросил снег в полицейского, попав тому в правую руку. Ух, наверное, рука-то пострадала. Если коротко, по фабуле обвинения он участвовал якобы в массовых беспорядках, которые были 17 января 2024 года. В материалах дела написано, что он бросил сотрудника полиции снежок, спрессованную глыбу снега, и попал в руку. Основными доказательствами следствия по делу Исянгильдина стали видеозапись и показания потерпевшего силовика. У сотрудников на груди были регистраторы системы «Дозор». Были люди, которые вели видеосъемку, с дронов снимали площадь перед судом, пояснил адвокат Кузнецов журналистам. Так они и находили людей, которых потом обвиняли. У нас 4 секунды видео. Человек, которого экспертиза признала Исянгильдиным, в центре кадра. Достаточно большой комок снега был, больше человеческой головы, но далеко он не взлетел. Он начинает падать уже в зоне кадра, а там полиции не было. У нас позиция, что до потерпевшего снег долететь не мог. Потерпевший утверждает, что это был Исянгильдин, то есть полицейский Исянгильдина якобы запомнил, опознал, и при этом говорит, что в него со всех сторон летели снежки. И как он мог различить и запомнить Мунира и его отдельно взятый снежок, остается буквально непонятным. Во время благотворительного стрима в поддержку обвиняемых по баймакскому делу Максим Кузнецов, это, кстати, вот помните, ваш покорный слуга проводил этот стрим. Так вот, Кузнецов там выступал, и он сообщил, что по его данным упомянутый силовик является потерпевшим и в деле другого фигуранта, которое рассматривалось в Тольятти. Адвокат сообщил, что там в другом эпизоде данному отдельному взятому силовику попали снегом в пах. Ну, то есть прям закидали беднягу, весь, видимо, раненый теперь кушать не может. Шучу, конечно, вы прекрасно понимаете, что он совершенно жив и здоров. По крайней мере, никто о том, что как-то иначе его судьба сложилась, нам не сообщал. Сам Исянгильдин родился и вырос, как и многие баймакские узники, в многодетной образцовой семье. Его отец более 30 лет работает в школе учителем, а также является депутатом сельского поселения. Исянгильдины – классическая башкирская семья. Раушания и Мунир учились в одной сельской школе, потом поехали учиться в Сибай.
Мунир отслужил в армии, Раушания его дождалась, поженились 3 года, пожили в Сургуте, где Мунир работал сварщиком. Потом решили, что нужно жить поближе к родителям и вернулись в республику. Собственно, в деревню Баишево Баймакского района Башкортостана. Родили дочь, потом сына. Раушания устроилась воспитательницей в детский сад. Мунир ездил на вахту в Челябинскую область. Отпуск проводили в деревне у родителей. За пределы республики не выезжали. Он отличный сварщик, работал на вахте, говорила Раушания. Уезжал на 2-3 месяца, приезжал только на 2 недели. Работал, не покладая рук. Он является единственным кормильцем в семье, как сообщили родственники. У него 2 маленьких детей, а жена в момент задержания была в декретном отпуске. Дело Исянгильдина СКР выделил в отдельное производство вместе с делами еще нескольких фигурантов баймакского дела. Буранбая Абушахмина, Айрата Ахметова, Ильнура Аюпова и Руслана Гизатуллина. Значит, 12 марта 2025 года дочери Исянгильдиных исполнилось 7 лет. И, в общем, что тут скажешь? Добавить, наверное, стоит, что в марте Раушания Исянгильдина вновь обратилась с видеообращением, на сей раз к председателю Госдумы Вячеславу Володину. Его она просила объявить амнистию к 9 мая. Это, надо сказать, многие делали, но мы с вами понимали, что надежды хоть и есть, но слабые. И в результате эти надежды, конечно же, не оправдались. В общем, вот такая, с одной стороны, типичная, с другой стороны, очень трогательная история. Какими бы они типичными не были, похожими. Но в любом случае, каждый раз это отдельные семьи, отдельные судьбы, отдельные дети, для каждого из которых свой папа является единственным и неповторимым. Никаких других пап для детей в этом мире не существует. При том, что папа на самом-то деле достойный, еще раз, гражданин, житель республики, который не мог остаться равнодушным в ситуации несправедливости. И это отдельная проблема и боль. Так. Что это тут у вас разговоры, выяснение о том, как, на каком языке правильно произносить? Фамилию тут мою пишут, Вялеев. Это на каком языке? Алмаз Исаев, вы откуда пишете? Я не совсем понимаю. Без Пармак вы пишете. Ну ладно. Это все интересно, занимательно, но, наверное, в данном случае не так принципиально. Все это наши родные тюркские языки. Пруфы обратили внимание на то, как в последние годы деградировал поселок Прибельский, который находится недалеко под Уфой. Ну, по-моему, относится административно он к Кармаскалинскому району. Вот. И связали эту деградацию с семьей действующего министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова. Вот так вот, и никак иначе. Значит, величие Прибельского было обусловлено сахарным заводом, пишут пруфы. Сегодня, приезжая в поселок, ощущаешь, будто попадаешь в другой мир. Мир, где время остановилось. Сегодня от завода остались лишь ржавые цеха и разграбленные склады. Но так было не всегда. Жить в Прибельском было престижно в 70-е, 80-е годы. Говорили, что поселок вот-вот войдет в состав Уфы. А теперь он даже не поселок, а село. В селе лишь несколько крупных магазинов, обслуживающих пенсионеров. Ну, знаете, несколько крупных магазинов в селе, это, знаете ли, серьезно. У нас есть села, где вообще нет ни одного крупного магазина, а то и вообще ни одного магазина. Ну ладно, придираться не будем. Центр выглядит ужасно, как после бомбежки. Все дороги разбиты. Так вот, все вот так вот случилось. Почему, спрашивается? О том, что Карломанский сахарный завод был построен в 1941 году из эвакуированного оборудования, это любопытный факт. Значит,
Завод давал 70% бюджета Кармаскалинского района. Даже в лихие 90-е завод работал, когда деньги исчезли, пришла эпоха бартера, а сахар оставался валютой. За него дрались, его вывозили вагонами под охраной с автоматами. Потребность в продукции была даже тогда. Ну, была, конечно. Проблемы начались в 2010-х годах. Завод, который десятилетиями перерабатывал свеклу, начали банкротить. Из писем мы узнаем об участии в этом отца кланов Фазрахмановых. О как! Ильдус Фазрахманов, прозванный ранее «Сахарным королем», когда-то возглавлял конкурирующий Раевский сахарный завод, а его сын Ильшат – действующий министр сельского хозяйства. В общем, по предположению автора публикации, по-моему, это главный редактор Пруфов Марина Каримова, пишет, именно вот отец Фазрахманова, ну, видимо, при попустительстве сына якобы привел к тому, что в Прибельском сахарный завод ликвидирован. Уж не знаю, насколько это соответствует действительности, но мы, кстати говоря, тему сахара в свое время с Ильшатом Ильтусовичем в эфирах «Эхо Москвы» в Уфе обсуждали подробно прям. И чувствовалось, что он в теме. То, что он в теме, связано ли вот с погруженностью в этот вопрос, не могу точно сказать. Но рассуждал он явно заинтересованный в этом вопросе человек. Казалось бы, местечковая отдельная история, но надо все-таки констатировать, что у нас таких примеров достаточно, когда действительно крупный, относительно крупный населенный пункт, который выглядел многие годы очень неплохо, приходит в запустение. Просто пропаганде невыгодно говорить об этом и показывать, выпячивать, скажем так. Им выгодно показывать только так называемые успехи. Какие-нибудь крупные города вроде Уфы и дорожки, которые любят строить уфимская администрация. Уж извините, подземный переход на универмаге Уфа же не публикует Башинформ, а там ситуация, мягко говоря, плачевная. Так, Алмаз пишет, что учит братский народ башкир писать чисто на тюркски. Да, ну, на тюрки вы имеете в виду, собственно. Ну, тогда надо и алфавит, наверное, использовать. Ну, это будет очень сложно. Ладно, когда Игуль Леон позовете еще, ну, давайте позовем в ближайшее время. Сейчас, кстати говоря, как раз среди миграции в разных странах проходят сабантуи. У них там тоже что-то, по-моему, то ли планируется, то ли уже прошло. Вот можно будет и эту тему упомянуть. У нас, кстати, скоро будет, надеюсь, побывать и снять соответствующий репортаж. Так что ждите. Вот. Ну и ближе к завершению надо отметить, что 20 июня – это день накануне летнего солнцестояния. Грядущая ночь, ну как и две следующие ночи на самом деле, ожидается самой короткой в году, ну одни, соответственно, самыми длинными. Солнце, максимально удалившись от небесного экватора к северу, поднимается в полдень на самую высокую высоту над горизонтом, в северном полушарии, конечно же. С 19 по 24 июня солнце в Уфе восходит в 4 часа 40 минут по уфимскому времени, а заходит в 21:54. Продолжительность дня наибольшей продолжительности – это 17 часов 14 минут. А ночь всего 6 часов 46 минут. Вблизи летнего солнцестояния на территориях, близких к северному полярному кругу, наступает период белых ночей. Выше полярного круга, на широтах выше 66,5 градусов, солнце вообще не заходит за горизонт, и день длится круглые сутки, стоит полярный день. На северном полюсе Земли солнце в течение суток движется по кругу, параллельно горизонту. На протяжении тысячелетий день летнего солнцестояния отмечался нашими предками как особый день. Считалось, что рожденные в этот день обладают большой силой. Вон как. Летнее солнцестояние означало наивысший расцвет всех сил природы. Цветы и травы приобретают целебные и магические свойства, поэтому их в этот день собирали, высушивали, затем весь год использовали для оберегов
лечения больных, борьбы с нечистой силой во всевозможных магических обрядах. Ну вот, в общем, это повод для оптимизма. С другой стороны, начиная с этого дня, дни сокращаются. Соответственно, это уже не повод для оптимизма. Но надо понимать, что в этом вопросе нет стабильности. Полгода мы наблюдаем сокращение продолжительности светового дня, а в следующие полгода мы наблюдаем увеличение продолжительности. Это нормальный ход истории. Так, в Берлине Сабантуй будет, спрашивает Азат, 4 июля, если я правильно помню. Давайте я уточню и в одном из эфиров в понедельник, что ли, сообщу об этом. Хотя можно написать в личку, и тогда я отвечу. Вот, да, в Калифорнии Сабантуй был, там выступал Алтынай, пишет нам Азат. Действительно, вот, вы правы. Это подтверждение того, что там это все уже состоялось. Друзья, закругляться буду на этой ноте. Выдающихся новостей сегодня не было, но какие-то важные события все-таки мы отметили. Впереди выходные. Давайте их переживем и с новыми какими-то силами, по возможности, какие можно набрать за это время, встретимся в начале следующей недели. Я всем желаю благополучия, насколько это возможно, сил. Будьте здоровы, увидимся в понедельник. Всем пока. Thank you.